Продолжается рабочая поездка главы Республики Башкортостан Ради Хабирова по Туймазинскому району. И мы отправляемся на железнодорожный вокзал города Туймазы. Здание, которое построили еще в 1962 году, недавно отремонтировали. Но есть вопросы к состоянию привокзальной площади и пешеходному переходу через ЖД-пути. В этом году в преддверии столетия Башкирии провели комплексный ремонт вокзального комплекса. Частично выполнили замену кровли, фасад отремонтировали, благоустройство территории, разбили клумбы, асфальтовое покрытие заменили, установили арт-объекты на платформе. Пойдемте внутрь. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, бесплатный туалет с учетом маломобильных населения. Подоконники все в кассах выровнены на уровень. А здесь вот жители, что наиболее востребовано? Уфа или куда вот? Здесь все, и Москва, и Санкт-Петербург. Да, вот так, да? Здесь же на Октябрьский, Туймазы, один вокзал. Здесь приезжает и Сурасу, приезжает с Октябрьского, с Белебея. А вот пассажиропоток, как вот динамика какая, положительная, увеличится или нет? Стабильная. Стабильная, просто держится, да? Держится стабильно, где-то порядка 150 человек в сутки. В принципе, как бы стабильная. Ну да, вам в Уфу не мотаться, сели здесь и поехали, да, получается? Москва, Санкт-Петербург, отсюда проходит. А в Москву какие поезда ходят отсюда? У нас ходит Челябинск, Москва и Уфа, Москва. А они сколько идут до Москвы отсюда? Сутки. Сутки, да? Сутки. Это, наверное, здание еще старое, наверное, да? Года. Да, оно охранный статус, нет? Да, охранное, да? Ух ты. Люстра восстановлена старая. В принципе, вся лепнина сохранена. Вот. Заменили напольное покрытие, оставили образцы старого напольного покрытия возле музейных зон, чтобы было здесь. 62-й год. Как бы возле музейных. Вот как начиналось, можно сказать. Вообще здорово. Красота. Я прям там с Москвой можете соревноваться, да? Это... Чисто, красиво, уютно, отзывы положительные. А вот кафешка какая-то есть или нет? Кафе было, а сейчас они закрылись. В общем, провели переговоры. То крыло, вот, где было кафе, и второй этаж. Да, как отдать каким-то предпринимателям и так далее. Одному предпринимателю наверху сделать хостел на втором этаже, на первом этаже кафе. Чтобы посетители хостела могли питаться на первом этаже. Все было как бы в купах. Вообще здорово. Я даже не ожидал, что вот... А вот по программе РЖД там они собираются несколько ремонтов сделать. По-моему, в Раевке они сделать должны были еще где-то. На будущий год Куйбышевской региональной дирекции ЖД вокзала будет сделан комплексный ремонт вокзала Аксакова. А, вот Аксакова, да. Городская администрация поучаствовали. Они сделали сквер. На будущий год будет здание вокзала и пассажирская платформа. Я не ожидал, очень красиво. Очень красиво. Грузопоток очень большой. Ну вот нормальные человеческие условия. Люди пришли все. Ради Федорович, а вокзал-то какой красивый. Очень красивый. Прям я не... Вот здесь рядом автовокзал, здесь. Здравствуйте. А вы бывали здесь раньше? Я первый раз. Первый раз. Вообще очень... А мы будем ЖД направление развивать или все на самолеты? Не-не, будем и то, и другое, и третье, все будем. Вообще, так впечатляет, молодцы. А тут, получается, автовокзал сразу, да? Понимаете, у нас есть шикарный проект, вот эту вот площадку благоустроить, не просто благоустроить, а именно с безопасности автомобилей, вот чтобы так не стояли, проект готов. Тимур Афичем ведем переговоры, но пока денег нету. Это центр города? Это центр города, это как раз мы за линией, откуда приехали, микрорайон приходит, и отсюда приходит. Вот проспект Ленина. Давайте мы такое поручение дадим, чтобы предусмотрели. Как называется? Это вокзальная площадь? Привокзальная площадь. Вот тогда сформулируйте, да? Там выделили денежные средства, чтобы... Я тогда такое поручение даю по итогам поездки. Как раз вот эта площадь, вот на тот как раз пешеходный переход, который 62-го года я говорил, который поликлиники, да. А вот пешеходный переход, наверное, это ваша зона ответственности, нет? Да, но он идет как временное строение, тоже 62-го года.
Вот, поэтому он вешал его 62 года временное сооружение. И вот насчет вот этого перехода, там Тимура Рафисовича попросим, и переговоры с руководством проведем, посмотрим, может быть, там мы на условиях софинансирования вместе сделаем. А вот по этой части давайте сделаем. Ну, действительно, вот красиво. Автовокзал тоже в рабочем состоянии, то есть Все вот, работает, всё там, камеры стоят. Но, Ради Фадич, это 2000 года, здесь вот хотя бы небольшой ремонт нужен. Безопасности отвечать, пассажиры, поток очень мощный. Мы автобусы получили, Ради Фадич. 12 автобусов закрыли. Вот то, что говорим, еще 10 будет более-менее. Мы вот еще 10 закупим, я сказал, 10-15, по-моему, даже вам должны дать, и это сделаем. Ладно, хорошо, спасибо. Позвольте спросить, ЖД-переезд здесь в Туймазах, он фонит буквально жалобами. Да, вот как раз мы обсуждали, проведем переговоры с РЖД, либо на условиях софинансирования каким-то образом будем решать этот вопрос. Я Он знаю, уже не первый раз его поднимает, я тоже знаю об этой истории. Я знаю, что вы дали поручение проработать все сложные ЖД-переезды, чтобы проанализировать ситуацию. А мы же еще подали в новую программу, вот президентская программа есть, поэтому, может быть, и там получится. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Туймазинскому району – детская поликлиника Центральной районной больницы. Ее начали строить в июле 2018 года, и рассчитана она на 300 посещений в смену. Но остались нерешенные пока вопросы. Туймазинской Центральной районной больнице нужен хирургический корпус и капитальный ремонт взрослой поликлиники. Здравствуйте. В этом году еще молодого хирурга в целом в этом году большую работу провели по привлечению врачебных кадров. 36 врачей прибыло, 19 из них молодых специалистов. У нас проблема была по детской поликлинике. В этом году в детскую поликлинику молодых специалистов 9. Еще школа педиатров пришла, детский хирург. И по совместительству взяли врача эндокринолога. Есть у нас две. Андрей Владимирович, а что даете? Чем привлекаете? Ну, как квартиры. Квартиры, да? Больше ничего. Ну, квартиру даете. Ну, мы же деньги ложили, да, вот на земского доктора. И узкого специалиста. И узкого специалиста тоже заложено, да, вот это И у все. нас Туймазинский район лидер по онконастороженности. Серьезно? Они у нас больше всего денег взяли. Ну, и хорошо. А есть кто-нибудь, вот какой-то фельдшер или врач, который там несколько человек, вот прямо, ну, по сути, спас от смерти? Вот это же... Да, есть такие. Есть такие, да? Они вот премию получили. Ага. Кредит закрыли многие. Пожалуйста. Да, ну здорово. Ходите? Наш мед заканчивали? Нет, Оренбургский. Оренбургский, да? Ну, я здесь. А, вы местный вообще, да? Ну, вы детский невролог, да, получается? Ага. Это кабинет электроэнцефалографии, ревоэнцефалографии. Здесь диагностируют эпилепсию, сосудистые заболевания головного мозга. Вот новый аппарат привезли. Он гораздо удобнее и лучше старого. То есть даже младенцев можно смотреть. Раньше его в уху направляли ради этого. Есть вот запись видео. То есть можно проводить видеомониторирование сна. Тоже ради этого. Но раньше в уху направляли. Теперь можно здесь смотреть спокойно. Есть вот такой портативный аппарат. То есть он дается ребенку на сутки, он его носит с собой. И вот можно диагностировать редкие формы эпилепсии, когда непонятно, от эпилепсии у него симптомы или нет. Да. Здесь ревоэнцефалограф. Он как раз для диагностики сосудистых заболеваний. То есть вы уже готовы принимать пациентов, все, да, Да, получается? надо настроить оборудование и все. Спасибо. Здравствуйте. Мы смотрим пищевод, 12-перстный кишковый желудок. Бывает полипы, народницы И вот у детей как вообще динамика какая увеличивается, количество заболеваний гастритом? Да, Нормально же не кушают и... Сейчас очень много гастритов, Ну, много, да, особенно эрозивный гастрит. Язвы не так уж много, а у новорожденных плюроспазмы, плюростеноз. Уже так, да? Это мощный аппарат, современный он уже идет. Здесь загружаются два аппарата, ставится на программу минут там, на 30 на 40. Это инфекционная безопасность раз, и безопасность специалистов два. И пациента защищаем, и специалистов защищаем. Все автоматически, правильно подборка дезинфицирующих средств. И тем самым бережем каналы аппаратов, потому что аппараты дорогие. Спасибо.
надеюсь, не из-за меня вас сегодня выгнали на работу. Я на самом деле хотел вас поблагодарить, что вы у нас есть, что решили для себя работать в нашей системе здравоохранения республики и сказать, что вот глава сидит, министр сидит, мы вас будем поддерживать во всем. У нас для молодых специалистов, наверное, есть, они знают, какие наши программы есть, и для узких специалистов, и для земского врача, для земского фельдшера. Мы деньги необходимые заложили. Мы заложили деньги на то, чтобы на онконастороженность, вы знаете, да, премия 5000 рублей, если вы обнаруживаете заболевание онкологическое. Поэтому вот мы стараемся сделать так, чтобы вам комфортно работалось и жилось. Глава предоставляет квартиры, я так понимаю, да, места в садике, земельные участки, вот так. Поэтому работайте с настроением. Вот мы будем строить вот такие поликлиники. У нас что еще в планах здесь? Хирургия, да, проектировать. Вот это по итогам моей той поездки, да, получается. Значит, мы заменим все ФАПы старые, у нас будут новые хорошие ФАПы. Это касается сельской медицины, поэтому, ну вот. И ремонт поликлиники. На следующий год 8 миллионов мы выделили центральной больнице на ремонт взрослой поликлиники, на ремонт Серафимовской участковой больницы выделяем. Та поликлиника, которую посещали. Да, вы по вашему поручению там начали работать, на первом этаже завершили, сейчас на Вот то, что я просил там окна поменять, да, вот начали это окна менять, да. Сейчас вот на министерстве Максим Васильевич добавил Дмитрий 8. Ну, по крайней мере, вот условия вам такие человеческие мы создадим. Самое главное, никуда не убегайте, работайте в Башкортостане. А то у нас врачи, к сожалению, кто-то другие уходят в регионы, но мы хотели, чтобы Здесь коллеги вот из Татарстана приехали, из Родинска. Поэтому так. Потом надо подумать еще, если повышение квалификации, вот идут программы, мы готовы помогать и в этой части. Во-первых, все эти необходимые программы, я даже готов там субсидировать, там, если есть такая необходимость. Главное, чтобы у нас медики на местах были, потому что вас нет и медицины нет. Это вот так. Спасибо. Здравствуйте. Гигиенист, да? Ага. Здоровье. У нас здесь работает гигиенист стоматологический. То есть у нас ведь на первом месте всегда профилактика, мы должны заниматься профилактикой. Если мы ребенка с детства научим правильно чистить зубы, правильно кушать и заниматься профилактическими мероприятиями, которыми здесь все предусмотрено. Пожалуйста, здесь есть скайлер, есть аэрфлот, здесь наконечники, световая лампа для герметизации фиссур. У нас материал есть жидкотекучим композитом. Если мы ребеночку зальем постоянные зубы фиссуры вот этим герметиком, то и наблюдать будет, и мы в своей поликлинике в том числе, ведь мы обязаны проводить медосмотры, тогда мы избавимся от многих и по поводу кариеса, и по поводу ортодонтических проблем, потому что все идет из детства. То есть вредные привычки мы замечаем, работаем с устранением вредных привычек, с герметизацией фиссур, с обучением гигиене полости рта, с правильным питанием. А вот мы в школах, Тормоза открыли мы кабинет. Восьмая школа самая. По программе «Взлетай», по вашему распоряжению, кабинет работает, мы все проверили. Уже запустили, да, получается? Там акт приема. 1500 учащихся там. Самая большая школа, мы там посадим доктора на целый год, круглый год, без так, что пришел, ушел, будем санации. Но то же самое помощь в профилактике. И тех детей, которых мы там персонируем, мы уже будем приглашать туда из других близлежащих школ. Это будет очень хорошей помощи нашей поликлинике, ведь нагрузка очень большая. Конечно. Детских стоматологов. И если и здесь поработаем, и там, и мы еще на ФАПе ведь зубоврачебный кабинет запускаем в отдаленном ФАПе. Да, У нас за счет того, что получили новое оборудование, отсюда оборудование перешло туда. мы просто более-менее чуть устаревшие, какой-то В районе есть еще большие школы, где нету стоматологических кабинетов? Есть. Мы же, 9. да, вот надо вот туда тоже идти уже. Там мы в каких школах от 800 начинаем? 800 учащихся. От 800, да. У нас такой план. У нас вторая школа. Вторая четвертая 1300, четвертая 1700 человек. Туда тоже У нас план идет же, да, мы, да? Вместе с Айбулатом Хаджем беседовали, что будем продолжать эту мы с работу. удовольствием. Это у меня, знаете, мечта такая, вот это как в Советском Союзе была школьная, она, может быть, не самая совершенная была,
Но сейчас и наука продвинулась, и технологии, вот, чтобы все-таки школьную стоматологию возродить, вот, в хорошем смысле. Да. Мы готовы работать, нам только дайте условия, мы будем с удовольствием работать. Спасибо вам. И у нас теперь обновилась детская, и мы ждем, вот Максим Васильевич сказал, что у нас будет и взрослая стоматология. год то же самое. Да, мы с удовольствием, мы готовы. Мы Спасибо готовы. большое. Мы готовы. Спасибо. У нас коллектив большой, 2500 коллектив, 307 врачей. Тоже, в общем, у нас особенность самое большое лечебное учреждение, наверное, республики. В составе Туймазинской центральной районной больницы 3 районных больницы. Кандринская, Серафимская, Панковская районная больница. А там как порядок вообще? Порядок, да. Там порядок, да? Укомплектован с врачами там 100%. Там много приехали молодых врачей по программе «Земский доктор». Более 132 тысяч населения, из них 31 тысяч детского населения, 2 педиатрических участков, почти 100% укомплектованы. Зал комфортного пребывания. Дальше на каждом этаже вот такие рисунки продолжим. Где привычный кабинет, кабинетах участкового педиатра. И будет еще монитор, там мультики, какие-то образовательные вещи, детские программы, которые есть. Радий Фарич, вот у нас хотели показать по вашему поручению, по эскиз готов, по травматолого-хирургическому корпусу, включили Максим, в здесь район. надо строить, мне кажется. Да. Трасса же. Вот Потому это, что да. у нас приспособленная хирургия, травматология, вот такое здание будет. А сейчас в какой стадии? На стадии сейчас проект. Уже проект делаете, да? 14 миллионов выделено на проектирование. Землю подготовили, здесь снесли старую котельную, площадка готова. И Условия получены. и по вашему поручению там... А в РЭИП включено? В РАИ включили, да? Включили, да? На этот год проект на 20-й, а 21-22 будем постараться включить на строй. Давайте там пометьте, пожалуйста, где там, чтобы в 2021 году все-таки мы там начали строить, ладно? Вот, Рафич, вот руководитель травматологии здесь находится. Да, заведующий травматологическим отделением. Ну, мы обязательно сделаем, потому что у вас такая напряженная трасса, и, конечно, вот, ДТП большое, объективно тут не по делу. По вашему поручению, Радий Фарич, включено в РАИП еще строительство сельского врачебной амбулатории Старый Тымазах. Ну это где были, да. Там, где воду вот смотрели, там амбулатория большая. Да, на следующий год там запланировано строительство. Спасибо большое. Bütün eseyler isminden, bütün tabipler isminden tartışılır etip rahmet. Yolları on balkın bırak, sirlemek, öyle gitti. До свидания. Спасибо большое. Что вам сказала коллега из поликлиники? Чтобы я не болел. Я от матерей, она поблагодарила от имени матерей, потому что, на самом деле, это же мамочка. Вот, ну, чё, вот так. И люди очень довольны. Рафич, вы отказались открывать вот здесь вот шарики, но вы отказались перерезать ленточку. Вы уже сюда пришли? Да, пришли вас поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо вас тоже. Хотели сказать вам большое спасибо за такую вот поликлинику нашу. Давно ждали этого, а то вот с больными детьми было ходить очень тяжело. Конечно, У меня вот сын 15 лет инвалид. Особенно, когда к невропатологу придешь, там проходы маленькие, с коляской не проедешь, на руках очень тяжело. Поэтому вот пришли сказать вам огромное спасибо. Это моя дочь. Да, Она вам письмо написала. Поздоровайся туда. Здравствуйте, это вам письмо ты. от меня. Я почитаю все. А тут адрес есть, да? Да, Всё, адрес тогда, есть, да. она Я написала. тебе тоже напишу. Спасибо. Спасибо. Можно к вам будет обратиться. Я как инвалид второй группы 4 раза оперирован. Говорят то, что прекратилось вот это насчет малоимущих строительства идти. Нет, вот хотелось бы уточнить у вас. Социальное жилье мы не прекратили, мы строим, просто его не хватает. Не хватает Не просто, хватает. да? Это объективно вам говорю, не хватает у нас. Ага. Но мы не останавливаем. А в дальнейшем оно будет Будет. Мы его не останавливаем. Я Просто постараемся сделать больше строек. Ага, хорошо. Радий Фаритович, прошу прощения, одну минутку. Все-таки вы не захотели открывать прямо торжественно с ленточкой, но прошли с удовольствием по поликлинике. Это Да, ваша всё. позиция такая? Да. Пусть вот открывает уже глава, открывает. Дети пусть придут. И 10 января вот я попросил, чтобы здесь уже все заработало. А как вам поликлиника? Очень хорошо. Ну, вот посмотрите, очень хорошо.